До начала XX века в Башкирии не существовало профессионального изобразительного искусства. Изобразительное искусство сдерживалось нормами ислама. Поэтому орнаментальное декоративное мышление являлось единственным художественным отображением реалий мира. Таким образом, развивались национальные искусства. Это ручное ткачество, тиснение по коже, резьба по дереву, войлоковаляние, вышивка. В конце XIX – начале XX веков общественные и политические изменения в жизни страны повлияли на развитие изобразительного искусства в Башкирии. В начале XX века бурное развитие изобразительного искусства было во многом обусловлено с тем, что в Уфе проживала русская художественная интеллигенция. Таким образом, в 1913 году было создано Общество любителей живописи. В 1916 году к нему присоединились художники Александр Тюлькин, Мария Елгаштина, Давид Бурлюк. В 1917 году присоединился Касим Давлеткильдеев. Общество любителей живописи оказало большое влияние на профессиональное становление художников и на профессиональное образование. Еще одним знаковым событием является то, что в 1920 году Михаил Васильевич Нестеров подарил большую коллекцию картин. Касим Давлеткильдеев преимущественно работает в технике акварельной живописи. Уже в ранних своих работах он отдает предпочтение изображению башкирского быта. Так мы видим в работах «На молитве» и «Крыльцо башкирской избы». В работе «На молитве» мы видим занавеси шаршау, молитвенник и женщину, которая сидит на их фоне, прижимает руки к лицу. Работа носит скорее декоративный характер. В работе «Крыльцо башкирской избы» мы чувствуем дуновение летнего ветерка. Художник с большой любовью отображает предметы обихода. Подлинно национальный характер несут работы «Девушка-башкирка в голубом» и «Девушка-башкирка». Здесь мы видим, как художник с присущей ему легкостью передает национальные черты характера. Рашид Нурмухаметов был ярким человеком. Творчество его разнообразным, богатым находками сюжетов и решений. Картины его легко поддаются описаниям, так как всегда прямолинейны в выражении идеи и ее реализации, но при этом живописны, прекрасно скомпонованы и нарисованы. Рашид Нурмухаметов был художником, для которого конкретный факт, живой материал становился главным исходным мотивом. В основе каждой его картины лежал увиденный сюжет. Это могло касаться как многофигурной композиции, так и пейзажа. В этом смысле сюжет, литературный рассказ значил для Рашида очень многое. В рассказе об определенных людях, об определенном событии, природе он видел свое художественное предназначение. И хотя картины могли называться «Легенда о Батыре» или «В нефтяном крае», они были очень конкретны. В их основе были написаны с конкретных людей портреты, наблюдения за ними и за их поведением в обычной жизни. Его работы отличают полное отсутствие фальши. Важной для Нурмухаметова была тема так называемого простого народа, где героями были плотники, бурильщики, просто хорошие и добрые люди, которые, по мысли автора, являлись лицом народа. Одной из таких работ является «За самоваром». Борис Домашников. Произведения Бориса Домашникова находятся во многих музейных собраниях и частных коллекциях, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, Академии художеств, Государственном музее искусств народа Востока и других. С именем Домашникова связано понятие чистого пейзажа, где сюжет не несет смысловой нагрузки, а цель – выразительная передача глубоко личных, камерных, эмоциональных переживаний автора. Смелая колористическая палитра, чистота и веселая звонкость цвета были взяты на вооружение Борисом Федоровичем в юности, и он обогатил их собственными новаторскими чертами, сделавшими его стиль столь неповторимым в композиционном и цветовом отношении. Казалось, любой самый невзрачный уголок городской или деревенской окраины он мог изобразить восхитительно интересным, открыть, апоэтизировать это место без сусальной красивости, но с присущей ему порывистой этюдностью, достоверностью.
Визитной карточкой Домашникова были березовые рощи и перелески, трепетные, пронизанные светом, которые он писал всю свою жизнь. Домашникова называли советским импрессионистом. Музыкальность, звучность его пейзажам наряду с игрой света придавал особый ритм стволов, заборов и крыш, фигурок людей. Ахмат Лутфуллин – выдающийся башкирский художник, академик живописи, народный художник СССР. В своих произведениях он всю жизнь изображал родной и любимый им башкирский народ. На протяжении второй половины XX века он оказал большое влияние на развитие башкирской живописи. Лутфуллин мыслил и философствовал о судьбе родного народа языком живописи. Он оставил после себя много картин, десятки портретов и сотни рисунков. Им написаны пронзительно реалистичные, живописные портреты земляков, родных, близких, детей, деятелей культуры и искусства Башкирии. Писал он много сюжетов из жизни башкирской деревни. Портрет неизменно привлекает художника на протяжении всего творческого пути. Герои многих его портретов – простые люди, живущие и работающие на земле. Сколько тепла вложено в каждый портрет. Портретная живопись Ахмата Лутфуллина отражает поэтику его творчества, ориентирована на обобщенную идею о красоте и силе человеческого духа, направленную на передачу черт национального характера в образах портретируемых. Поэтика эта заложена и в структуре его работ с их немногословной точностью деталей. С наибольшей силой поэтика мастера воплощена в его жанровой живописи, в таких работах, как «Праздник на Урале», «Три женщины», «Сабантуй» и другие. Их отличительные качества состоят в том, что сюжет часто используется художником для создания особой атмосферы, состояния, в которых четко выступают портреты героев. Самым ярким воплощением этих принципов стала работа «Три женщины», воздействующая на нас не своим сюжетом, а той большой образной силой, которой дышат ее герои. В ней три возраста, три поколения. Так прокладывает художник мост от прошлого к настоящему. Женщины в этой работе предстают перед зрителем в момент сосредоточенного раздумья. Вглядываясь в их лица, фигуры, мы читаем их судьбу, их мысли. Лаконичная композиция полотна, выверенность каждой детали, аскетичная строгость цветового решения и предельная выразительность каждого образа выводит его за рамки конкретного сюжета. Глядя на эпические пейзажи Александра Бурзянцева, невозможно отделаться от ощущения, что вся природная уральская мощь, грандиозное сцепление гор, лесов, небес, водной поверхности и человеческого жилья увидено и изображено даже не с высоты птичьего полета, а будто гигант увидел природу, ее таинственное и образное целое, одновременно великое и мимолетное. Отличительной чертой башкирского пейзажа, который в силу многих причин развивался быстрее и успешнее сюжетных картин, искусствоведы называли поэтичность. В формировании этого жанра Александр Бурзянцев сыграл большую роль. Адию Сидикову называют башкирским Сезанном. Сама она любила писать произведения на темы праздников, семейных торжеств. Излюбленной темой является башкирский мед. Ее взгляд – тот мир, предметы которого едва ли в обычной жизни мы уже увидим. Для среднего поколения это, возможно, воспоминания детства, а для старшего эти предметы радуют глаз. Ушедшие из мира берестяные туиски, глиняные корчаги, башкирские домотканные скатерти и самовары, башкирские занавеси. Торжественные, двухмерные и четко контурированные композиции подчеркиваются красным, в значении «прекрасное», как в народе и повелось, хотя белый, синий и теплый желтый также являются любимыми цветами художницы. И все вместе создают необыкновенный воздушный уют в душе. Элементы орнамента в настоящее время служат незаменимым пособием для молодых в изучении башкирского традиционного декоративно-прикладного искусства. К 1960 годам башкирское изобразительное искусство в общем контексте искусства страны стало явлением заметным и самобытным, специфику которого определило не только национальное содержание, но и оптимистический настрой произведений,
обеспечены искренней добротой, открытой непосредственностью образов и яркой насыщенностью колоритов. Именно эти качества определили то неповторимое своеобразие, которое позволило в середине XX века появиться термину «башкирская школа». Изобразительное искусство Башкортостана 80-х-90-х годов XX века можно объединить общим понятием авангард, модернизм, неформальные течения. Направление творческих исканий многих художников ориентировано на опыт русского живописного авангарда первой волны. Произведения порой поражают своей непривычностью, неожиданностью. В них можно только узнать силуэты юрт, фрагменты отдельных предметов, символы. Творчество Эрнста Саитова очень многогранно. Он активно работал в технике афорта, литографии, линогравюры, акварели и рисунка. Для его работ характерны лиричность и изящество, виртуозность и тонкость исполнения. Зуфар Гаянов – народный художник Башкортостана, живописец, график, работал в акварели, пастели, афорте, живописи на шелке и холсте, изучал технику традиционной китайской живописи Гохуа. Иллюстратор книг, художник декоративно-прикладного искусства. Отправной точкой для художника Фарида Ергалеева стало башкирское народное искусство, народные песни и легенды, древние мифы и знаки тюркских народов. Древний мир, легенды, мифы, знаки воспринимались как творческая модель, и на ее основе создавалась своя собственная. Поэтому его образы – это символические метафоры с элементами импровизации и стилизации. Последнее десятилетие прошлого века ознаменовалось появлением в среде мастеров изобразительного искусства обилия художественных групп и объединений. Появились творческие содружества Март, Инзер, Сарабия, Чингисхан и позже Артыш. Каждый художник в них самобытен и уникален, каждый является приверженцем своей древней национальной культуры. Поэтому стремление художников к объединению в рамках мобильных творческих групп, имеющих собственные нравственно-эстетические программы, процесс естественный и закономерный. Одно из самых ярких и динамичных явлений художественной жизни 80-х-90-х годов XX века является творческое объединение «Чингисхан». Его основателем считается талантливый художник Наиль Лутфуллин. В 1992 году председателем творческого объединения стал Василь Хананов, который руководит им и в настоящее время. Художник Наиль Лутфуллин жил и творил на изломе времен, когда сдувались большие величины и с шумом осыпалась шкала прежних ценностей. Он был сложен и многогранен, экстравагантен, часто эпатажен в повседневной жизни, но вечерами в тиши мастерской он писал стихи. Наиль лепил форму цветом и фактурой, добиваясь монументальности даже в небольших по формату работах, придя к скульптурной осязаемости объектов и архитектурной многогранности пространства. Его живопись всегда очень сложная по цвету. Василь Хананов. Василь Хананов активно работает в области живописи и графики, ассамбляжа, является приверженцем широкого стилевого диапазона, от реализма до супрематизма. Он стал одним из первых организаторов перформансов в Башкортостане. В основе его творческого метода лежит философское переосмысление вечных тем через призму современности. Художник является интерпретатором традиционной мусульманской и общетюркской культуры, постоянно ищет пути и способы довести до современного зрителя их богатство и своеобразие. Изобразительное искусство республики периода 90-х и 2000-х годов – явление стилистически более разнородное и многослойное, не ограниченное строгими рамками какой-либо одной изобразительной системы или определенной проблематики. В нем нашла свое воплощение и творческая переработка художественного опыта предыдущих лет. В этот период времени новое поколение художников привнесло в башкирское искусство иное видение мира, более широкую проблематику и новые художественные взгляды. В произведениях все настойчивее стали звучать философские размышления о мире, человеке и человечестве, отражающие мировоззренческие позиции авторов. Хатиб Фазылов. По содержанию это глубоко национальный художник.
на своих полотнах отображающий национальный характер и мировосприятие своего народа. Его самобытное творчество раскрывает темы истории, быта и жизни башкир. Многочисленные пейзажные работы показывают красоту родной земли, извечность существования мира, величие и простор башкирских степей и гор, раскрывает тему человека и природы. Анвар Кашаев. Его работы носят ностальгический характер. В них он передает возможность жить в любви, согласии, с миром и самим собой. Творчество Джалиля Сулейманова отображает культурные традиции башкирского народа, художественную культуру Башкортостана и темы родного края, тему дома, как части его души. Ему словно волшебнику удается передать их настроение и помыслы, связь времен, связь рода, своеобразие и красоту быта, характера и традиций. Расих Ахметвалеев. Основная тема его живописи – женская красота и образы мужественных всадников. Даже абстрактные работы содержат смысл и имеют свое сюжетное развитие. Амир Мазитов. Среди его главных тем такие вечные темы, как добро и зло, мужчина и женщина, семья. В своем творчестве Мазитов, опираясь на богатейшее духовное наследие башкирского народа, работает над отображением душевной чистоты, мощи, духа и внутренней силы фольклорных и героических образов. Яркими представителями башкирской акварельной живописи являются Рамиль Абдуллин и Ляйсан Рахматуллина. Акварели для Рамиля Абдуллина как партнер, как собеседник. На белом листе он создает целый мир, в котором есть своя сюжетная канва и ощущение пространства, где можно находиться, путешествовать и блуждать. Ляйсан Рахматуллина. Своей творческой свободой художница обязана прежде всего своей малой родине, своей семье. Родная природа вдохновляет и вселяет надежду. Айрат Телегулов. Иллюстратор, график, живописец. В своем творчестве ориентируется на традиции русского авангарда начала XX века и народное творчество. О себе Айрат Телегулов говорит так: «Мы все живем в этом мире здесь и сейчас. Общение с людьми, книгами, разные события в жизни – все это заставляет переживать и опосредованно реагировать. Пока не возьмешь в руки карандаш, кисть или любой другой предмет, который оставляет следы на поверхности холста, вдохновение не снизойдет». Талгат Масалимов. Живописец, график, художник декоративно-прикладного искусства. Творчество художника классифицируется как этнический авангард. Источниками творчества являются детские впечатления и воспоминания. Главная тема нашлась в сундуке бабушки, и как только он был открыт, предметы народного быта, национальный костюм, вышивка и ткачество прямо из сундука хлынули на холсты и графические листы. Это неиссякаемый источник до сих пор питает вдохновение и будоражит фантазию Талгата Масалимова. Талгат Масалимов – художник, возродивший в республике традиционное башкирское ремесло войлоковаляние. Войлок в его творчестве занимает особое место, если не главное. Свое творчество Рустам Фаткуллин начинал как график, работал в линогравюре. Но в конце 90-х годов он окунулся в мир декоративно-прикладного искусства, резьбы по дереву. Направление его работы можно охарактеризовать как этнический модерн. Работает в сюжетно-тематической композиции, как правило, решенной в символико-аллегорическом ключе. Создает произведения прикладной пластики. Это напольные зеркала, настенные зеркала, декоративные ширмы, декоративная скульптура, сувениры и многое другое. Зильфат Басыров, скульптор, народный художник Башкирской АССР. Основное направление его творчества – это создание портретов исторических личностей, образа народного героя Салавата Юлаева и башкирского просветителя-гуманиста Мифтахиддина Акмолы. Николай Калинушкин. Калинушкин использовал формально-образные элементы традиций Востока и Запада в сочетании с пластическими новациями XX века. Участвовал в разработке новой уфимской школы скульптуры, новой выразительности, в творчестве которой появились такие непознанные ранее виды скульптуры, как мемориальная доска и медальерное искусство. С 1989 года
По инициативе Николая Калинушкина в Уфе, а потом и в других городах России, стали проводиться симпозиумы по скульптуре. Идея была дать городам дополнительную художественную среду, усилить город эстетически. Современные художники, скульпторы Фердант Нуриахметов и Руслан Нигматуллин активно осваивают различные материалы. Это бронза и мрамор, дерево и акрил, участвуют в международных и всероссийских симпозиумах по скульптуре. Как и 100 лет назад, творчество башкирских художников питает национальное искусство, национальные легенды и мифы, природа родного края и его люди. С работами башкирских художников можно познакомиться на различных площадках, таких как Башкирский государственный художественный музей имени Нестерова, выставочный зал «Ижад», Уфимская художественная галерея, арт-галерея «Мирас» и многие другие. Спасибо за внимание. А с творчеством башкирских художников вы можете познакомиться на сайте «Любимые художники Башкирии».